Добрый день, ребята! Сегодня у нас урок русского языка. Тема урока – частицы «не» и «ни». Приставка «не» и частица «не» с разными частями речи. Сегодня у нас второй урок по теме частицы. Сегодня мы повторим изученное о частице, вспомним, на какие группы делятся частицы. Особое внимание обратим на отрицательные частицы. Будем учиться различать употребление «не» и «ни». Рассмотрим правописание «не» с разными частями речи. Будем применять знания на практике, выполняя различные задания. Как вы помните, частица – это служебная часть речи, которая служит для образования форм слов и вносит различные оттенки по значению в предложение. Частицы, служащие для образования форм слов, называют формообразующими. Они нужны для образования форм условного наклонения глагола «бы», для образования форм повелительного наклонения глагола «пусть», «пускай», «да», «давайте», для образования степеней сравнения прилагательных и наречий «более», «менее», «самый». Частицы, которые вносят различные оттенки в предложение, называются смысловыми или модальными. Они бывают вопросительные «ли», «разве», «неужели», восклицательные «что за», «как», «куда как», указательные «вон», «вот», отрицательные «не», «вовсе не», «ни», «отнюдь не», обозначают сомнения, «вряд ли», «едва ли», уточнение «именно», «как раз», выделение, ограничение, «только лишь», «почти», «исключительно», усиление, «даже», «даже и», «ни», «и», «же», «ведь», «уж», «все-таки», «то». Сегодня мы будем подробно рассматривать отрицательные частицы «не» и «ни». Чтобы не ошибиться в написании при выборе «не» или «ни», надо учитывать, что каждая из них выполняет свою функцию. «Не» придает отрицательное значение предложению или слову. Не бывать этому. За лесом не большой, а маленький овраг. Придает положительное значение предложению при двойном отрицании. Нельзя не уважать его выбор. Он не мог не знать о встрече. Частица «ни». Выражение отрицания в предложении без подлежащего. Кругом ни деревца. Усиление отрицания выражено частицей «не» или словом «нет». Не слышно ни звука. Нет ни кустика. Выражение утверждения после слов «кто», «что», «как», «куда». Куда не поеду, всюду встречают друзей. Давайте выполним задание. Прочитайте предложение, определите, какую частицу «не» или «ни» нужно написать. Не могу не победить. На небе не облачко. Не сомневался ни секунды. Нет ни минуты покоя. Нельзя не сказать об этом. Не съел ни кусочка. Много лет я не ходил в театр. Давайте проверим себя. Я не могу не победить. В первом предложении нужно писать «не», так как двойное отрицание придает положительное значение выражению. То есть равно. Обязательно держу победу. Во втором предложении на небе нет ни облачка. Во втором нужно писать «ни»
потому что здесь отрицание в предложении без подлежащего. Третье предложение. Не сомневался ни секунды. Пишем «ни», потому что здесь усиление отрицания выражено частицей «не». Нет ни минуты покоя. В четвертом предложении тоже «ни». Здесь усиление отрицания выражено словом «нет». Пятое предложение. Нельзя не сказать об этом. Нужно писать «не», так как двойное отрицание придает положительное значение выражению, то есть нужно обязательно сказать. Шестое. Не съел ни кусочка. В шестом предложении мы также видим усиление отрицания, выражено частицей «не», поэтому пишем «ни». В седьмом предложении много лет я не ходил в театр. Пишем «не», придает отрицание слову «ходил». Молодцы! Теперь, когда мы научились различать «не» и «ни», нужно поговорить об их написании, потому что отрицательные частицы могут писаться со словами как слитно, так и раздельно. Давайте рассмотрим. «Не» пишется слитно. Если слово не употребляется без частицы «не», ненастье, ненавистный. С именами существительными, прилагательными, наречиями, если они посредством «не» образуют новое слово. Не близко, далеко. Не мало, много. В отрицательных наречиях некуда, негде. В отрицательных или неопределенных местоимениях без предлога некто, некий, некого. Можем сравнить не у кого, не с кем. В глаголах с приставкой «недо». Недобрать, недоедать. С полными причастиями, при которых нет зависимых пояснительных слов. Невспаханное поле, невыдуманная история, незаконченное собрание. Раздельно частица «не» пишется в следующих случаях. С глаголами, идеей, причастиями. Не смотрит, не глядя. Исключение не идет, не имет, не имется. Сравним. Видит око, да зуб не имет. С полными причастиями, если при них есть зависимое пояснительное слово. Невыполненное в срок задание. Непрочитанная учеником книга. С краткими причастиями задача не решена, трава не скошена. С именами существительными, прилагательными, наречиями на «о», когда есть противопоставление или когда оно подразумевается. Он не солдат, а офицер. Дом не высокий, а низкий. С именами прилагательными и наречиями на «о», если есть пояснительное слово «вовсе», «далеко», «отнюдь» или любые формы, включающие частицу «не». Вовсе не безопасный, далеко не близкий, нисколько недорогой, ничем не привлекательный. С числительными местоимениями, усилительными наречиями. Не трое, не нам, не нужно. Давайте выполним задание. Определите, какому пункту правила соответствует слитному или раздельному написанию «не». Нелепый поступок, невысоко взлететь, некрашенные доски, никогда не видел, давно не стиранное платье, незачем плакать, не у кого учиться, немедля с ответом, комната не прибрана, небольшой, а маленький, некто в сером, вовсе не бесплодные. Давайте проверим. Нелепый поступок.
пишется слитно, без не употребляется. Невысоко взлететь пишется слитно, образует слово низко. Некрашенные доски пишется слитно, причастие без зависимых слов. Никогда не видел пишется раздельно, не с глаголом. Давно не стиранное платье пишется раздельно, причастие с зависимым словом давно. Незачем плакать пишется слитно, отрицательное наречие. Не у кого учиться пишется раздельно, неопределенное местоимение с предлогом. Немедля с ответом пишется раздельно, не с деепричастием. Комната не прибрана пишется раздельно, не с кратким причастием. Небольшой, а маленький пишется раздельно, противопоставление с союзом «а». Некто в сером пишется слитно, неопределенное местоимение без предлога. Вовсе не бесплодные пишется раздельно, прилагательное с пояснительным словом «вовсе». Теперь обратимся к написанию частицы «ни». Слитно пишется в отрицательных местоимениях без предлогов никто, ничто, никому, ничей, никакой. Сравним ни с кем, ни о чем, ни с чьим и так далее. В отрицательных наречиях никогда, ниоткуда, никуда. Раздельно пишется во всех других случаях. Ни одного человека не было видно. Ни за грош. Ни рыба, ни мясо. Выполним задание. Определите, к какому пункту правила соответствует слитное или раздельное написание «ни». Ни к чему не притрагивался, ничей щенок, на небе ни облачко, ни туда, ни сюда, ниоткуда нет помощи. Давайте проверим. Ни к чему не притрагивался. Пишется раздельно, отрицательное местоимение с предлогом. Ничей щенок пишется слитно, отрицательное местоимение без предлога. На небе ни облачко пишется раздельно, ни существительными. Ни туда, ни сюда пишется раздельно, ни с наречием, но не с отрицательным. Ниоткуда нет помощи пишется слитно, ни с отрицательным наречием. Давайте усложним задание. Вставьте буквы, объясните слитное и раздельное написание «не» и «ни». Сильное ненастье, луга не скошены, недосягаемая глубина, никому не дам в обиду, мне сегодня не грустно, а весело, еще не украшенная комната, делать нечего, в переписке ни с кем не состоял, никогда не препятствовал. Давайте проверим. Сильное ненастье пишется слитно, потому что без не употребляется. Луга не скошены пишется раздельно, не с кратким причастием. Недосягаемая глубина пишется слитно, не с полным причастием, без зависимого слова. Никому не дам в обиду пишется слитно, не с отрицательным местоимением. Мне сегодня не грустно, а весело пишется раздельно, противопоставление с союзом «а». Еще не украшенная комната пишется раздельно, у причастия есть зависимое слово «еще». Делать нечего пишется слитно, не с отрицательным местоимением. В переписке ни с кем не состоял, ни отрицательное местоимение с предлогом пишется раздельно, так же, как и не с глаголом.
никогда не препятствовал. Ни с отрицательным наречием пишется слитно, ни с глаголом пишется раздельно. В завершении нашего занятия проверим, насколько хорошо вы усвоили материал. Для этого ответьте на вопросы. Не или ни? Какая частица выражает отрицание в предложении без подлежащего? Ни. Какая частица придает отрицательное значение предложению или слову? Не. Какая частица обозначает усиление отрицания, выражена частицей «не» или словом «нет»? Ни. Какая частица используется для выражения утверждения после слов «кто», «что», «как», «куда»? Ни. Какая частица придает положительное значение предложению при двойном отрицании? Частица «ни». Выполним еще одно задание, которое поможет понять, насколько хорошо вы поняли правописание частицы «не» с разными частями речи. Вам представлены условия, ваша задача решить, при данном условии «не» напишем слитно или раздельно. Слово не употребляется без частицы «не». Слитно. В отрицательных в неопределенных местоимениях без предлога. Слитно. С полными причастиями, если при них есть зависимое пояснительное слово. Раздельно. В отрицательных наречиях. Слитно. С краткими причастиями. Раздельно. С именами существительными, прилагательными, наречиями, если они посредством «не» образуют новое слово. Слитно. С глаголами и депричастиями. Раздельно. С именами существительными, прилагательными и наречиями на «о», когда есть противопоставление или когда оно подразумевается. Раздельно. С числительными, местоимениями, усилительными наречиями. Раздельно. С полными причастиями, при которых нет зависимых пояснительных слов. Слитно. С именами прилагательными и наречиями на «о», если есть пояснительное слово «вовсе», «далеко», «отнюдь» или любые формы, включающие частицу «не». Раздельно. Молодцы! Вы справились с заданием. Наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. А урок вам провела Скрыльникова Лада Валерьевна.